приветствую вас. Спасибо, что стали гостем нашей выездной студии телеканала «Россия». Расскажите о вашем стенде. С чем вы приехали? Что вы показываете гостям выставки форума России? В первую очередь я хотел бы высказать впечатление о самой целом форуме «Россия», где мы находимся сегодня. Радует то, что вся страна собралась здесь. Вся страна, павильоны, и каждый показывает, кто, откуда мы. Дело в том, что это настолько объединяет нас, настолько знакомит с друг другом, и независимо, в какой географической точке мы находимся. А здесь все, можно пройти от одной республики к другой. Прям вот 3 шага, 10 шагов, и мы видим все субъекты, и чем они живут, и как они живут. Поэтому это так здорово, что сегодня все мы собрались здесь. Это первое. Второе, если говорить конкретно о республике, вы перечислили в действительности те народные и войлочное дело, и культуру нашу. Она безгранична, как в любом субъекте. Я не говорю, она лучше или хуже. Но в части маленькой, я бы сказал, молодая. Абсолютно точно. Да, потому что маленькая это не значит, да? Абсолютно ничего, конечно. Поэтому возраст у нас, но все равно 30 лет, 32 года, 32 год. В любом случае это возраст уже взрослого человека. Так и субъект наш. Хоть мы молодой, но все-таки уже взрослый. В самом расцвете. Да. И мы можем отвечать за себя уже по-серьезному, по-взрослому. Но, с другой стороны, хотел бы сказать, что сегодня республика живет в основном теми параметрами, которые живет целым страна, которые задал президент Владимир Владимирович Путин. То есть это говорит о том, что, первое, нацпроекты, да? Да, конечно. Нацпроекты – это настолько благоприятная и правильная ситуация, то есть по потребности изучили всю ситуацию в республике, что необходимо. У нас была 3-я смена. На встрече с Владимиром Владимировичем Путиным он мне говорит, надо вот как-то вот ликвидировать. Потом 2 смены. И я вам скажу, в этом году нами введено в строй 26 школ, 26 детских садов, около 20 ремонт школ и детских садов мы произвели. Кроме того, десятки дом культур. Это в отдаленных селах, станицах, где для людей это важно, понимаете, где доступность, тем более горная местность. Кажется, это вот гора перешел, а по серпантину поедешь, к обеду только доберешься, потому что дорога совершенно другая. Визуально воспринимаешь близко. Поэтому в целом, сегодня, если сказать, мы ни один объект не задержали. То есть у нас контрактация, кассовое исполнение. Мы идем в полном исполнении тех задач, которые нам поставлены, и мы на себя ответственность, которую взяли. Но у нас даже осталось еще 2-сменки. И в 2024 году нам еще надо достроить 12 школ и детских садов. Население у нас, оно, рождаемость, вы знаете, у нас она, конечно, одна из первых, да. У нас молодежи, например, до 30 лет больше за 30% от общего численности населения. Поэтому это очень важно. Спортивно нужно нагонять. Если говорить про другие национальные проекты, например, я знаю то, что у вас реализуется проект строительства национального парка. Это также это благоустройство, наверное. Туда же стоит отнести. Да? Как идет работа по этому направлению? Вы знаете, у нас парков отдыха в целом их мало. В целом республики мало. Несмотря на невероятные красоты. Абсолютно. Но, понимаете, можно в горы ходить. Где в столице, в городе, Назрань, в других городах их мало. И поэтому было принято решение. Сейчас мы определили более 100 гектаров. Это в городе. Это недалеко от Магаса и Назраня, где мы будем строить республиканский парк, где будут несколько прудов, зон отдыха, кинотеатры, летние, такие. То есть это мы запланировали и будем это делать. Кроме того, по нацпроектам у нас ведь строительство началось в октябре, уже первые у нас заложена уже филармония.
У нас очень важно, чтобы культурные объекты, они у нас есть в районах, городах. Дом культуры, такие дворцы культуры. Но все-таки мы хотим, чтобы у нас нет филармонии, например, да, там нет драмтеатра, русского драмтеатра. И мы над этим работаем. Ну, уже филармонию начали строить. Я думаю, еще 2 года у нас будет великолепная, красивая филармония. Для нас это очень важно, потому что творческих людей у нас много. Вы видели по представлению концертной программы. Да, конечно. А это только усеченная часть, абсолютно меньшая часть такая. Поэтому в этом плане идет. Но кроме того, у нас идет и развитие по программе развития сельских территорий. Кстати, хотел бы говорить об инвест-программе еще. Какая у вас выстраивается работа с предпринимателями-инвесторами? Много ли к вам приходят в регионы? Вы знаете, в этой части, наверное, мы самые удачливые. Да, я сам возглавляю экономический совет. И инвесторы к нам, вот буквально месяц назад я проводил очередной, и 6 инвесторов к нам зашли. Это и завод «Жиженов газ» будет производить. Потом, я говорил, очистные сооружения. Это большое предприятие, которое может любые очистные ставить для городов, хотя бы и для дачного домика. То есть серьезный инвестор. Потом этот завод моющих средств полностью ставится. У нас урожай, он поднялся очень серьезно. То есть мы зерновых, ну, для нашей республики это много. Кому-то может показаться мало. Но зерновых мы в прошлом году взяли и в этом году еще добираем 280 тысяч тонн зерновых. У нас есть. Мы развили, обеспечили себя мясом КРС, мелкорогатого скота, птицы. И, кстати, вот по птице у нас есть инвесторы, которые мы вложились через Кавказ РФ и птичник, южный называется, индейка, глубокой переработки, более 5000 тонн. Сейчас дополнительно мы через год, там инвестор еще один дополнительно, чтобы комбикормный завод поставить, и 5 птичников. И мы будем уже вырабатывать до 20 тысяч тонн индейки. Я желаю вам продуктивной работы и прекрасной выставки форума России. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Да.